Сыктывкарский уголовный розыск с коллегами из республиканского управления задержали участника межрегиональной группы телефонных мошенников. Аферисты использовали довольно старую схему хищения денег, когда пожилым людям звонили якобы их родственники, говорили, что они попали в ДТП и просили деньги, чтобы откупиться от уголовного преследования. У оперативников было только нечеткое изображение и описание курьера, который забирал у жертв крупные суммы денег. Как сыщики обнаружили иголку в стоге сена, расскажет Виктория Денисова. 31 мая в управлении уголовного розыска МВД по Коми позвонили коллеги из соседней Кировской области. Сообщили, что на их территории орудовали телефонные мошенники, обманывая престарелых граждан под видом внучки, попавшей в ДТП. 30 мая текущего года на территории города Кирова совершена серия дистанционных хищений. Под предлогом родственник попал в дорожно-транспортное происшествие. Злоумышленник звонил на стационарные телефоны жителей города Кирова и сообщал о том, что их родственник совершил дорожно-транспортное происшествие. При этом, представляясь должностным лицом, просил возместить ущерб, причиненный их действиями. Чтобы замять уголовное дело, лжеследователь требовал передать ему 800 тысяч рублей. Когда узнавал, что у пенсионеров в наличии сумма намного меньше, нехотя соглашался и отправлял к обманутой жертве своего человека, который забирал наличные деньги. Именно курьер, по данным кировских полицейских, направился в Коми. Коллеги передали нашим оперативникам имя, описание одежды злоумышленника и видеозапись с его изображением. Вычислив, что курьер после очередного преступления придет к банкомату определенного кредитного учреждения, оперативники выставили засады у каждого терминала. Подозреваемого, 23-летнего жителя Челябинска, задержали 31 мая в крупном торговом центре. При себе у него было несколько телефонов и почти 800 тысяч рублей, похищенных у 4 сыктывкарских пенсионеров. Мне нужно было представиться курьером, забрать денежные средства, которые он должен был передать, и перевести их на неизвестный номер банковского счета. Себе что-то должны были оставить? В конце, да, но не оставил, так как я уехал в город Сыктывкар с города Кирова. Сколько должны были оставить себе? 3% от переведенной суммы. Вам объяснили, в чем суть работы заключается? Да, что это противозаконно? Что противозаконно нет, изначально сообщалось то, что нужно будет забирать денежные средства и перенаправлять по определенным реквизитам. На этих кадрах беседы кировских полицейских с доставленным к ним задержанным курьером. Молодой человек явно лукавит. Судя по найденной в его телефоне переписке, нанимали его на нелегальной интернет-площадке. Действительно, сначала как простого курьера, а вот инструктаж у него был почти как у спецагента. При совершении преступления он использовал одежду разную абсолютно в каждом городе. Когда наш задержанный должен был прийти к адресу, чтобы забрать денежные средства у потерпевшего, то вызывал он такси, за квартал, за два останавливался. То есть дальше доходил пешком. Старался максимально сделать так, чтобы его не только не смогли вычислить. Он внимательно смотрел камеры видеонаблюдения, обходил их, использовал медицинские маски, перчатки. Оказалось, незадолго до Кирова молодой челябинец сначала побывал в Кургане. В общей сложности ему вменяются участие в обмане больше 10 пенсионеров и хищений у них более 4 миллионов рублей. Вычислить его анонимных кураторов предстоит кировским полицейским. Именно они будут вести расследование. Возможно, они найдут связь с другим уголовным делом, где другой курьер из Челябинска в начале мая собрал деньги у 23 потерпевших и перечислил их по аналогичной схеме. Задержали злоумышленника в соседней Удмуртии.